Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камарате и Кишиневе в 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Суркили. Сегодня среда, 6 сентября, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономной стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях экс-депутат Народного собрания Гагаузии Екатерина Жекова. С ней мы поговорим о том, как Гагаузия дошла до такого состояния, кто виноват и что делать. Во второй части выпуска мы поговорим с другим экс-депутатом Народного собрания Сергеем Черневым о политическом торге между Шором и Константиновым вокруг формирования исполнительного комитета Гагаузии. В третьей части выпуска мы поговорим с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины, о том, почему Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении зерновой сделки и какова роль Молдовы в процессе экспорта украинского зерна. Не переключайтесь, скоро вернемся. В следующей части выпуска я предлагаю поговорить с депутатом Народного собрания 6-го созыва, по-моему, да? Екатерина Федоровна. Да, здравствуйте, да, Екатерина Федоровна, с Екатериной Федоровной Жековой, о ситуации, которая сложилась в Гагаузии, о том политическом кризисе, ну или, может быть, чуть дальше этого политического кризиса поговорить вообще, что это было, как мы к этому пришли и чего ждать дальше. Екатерина Федоровна, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии. Давно вас не было. Не приглашали. Да, наша вина, да. Рада вас видеть. Ну, давайте начнем, наверное, с такого общего вопроса. Ну, с вашей точки зрения, как стало возможным, что к власти в Гагаузии пришла команда Шора и ГУЦУ? Сколько времени уже прошло, Да. и мы с вами все еще обсуждаем эту тему, как стало возможным, что Шор выиграл выборы, практически Шор выиграл выборы, и ГУЦУЛ стала Башканом. Я не могу сказать, что выборы выиграла ГУЦУЛ. Да. Но вот я хочу это сакцентировать на этом, что выборы выиграл Шор, Башканом стала ГУЦУЛ. Потому что, как так получилось, вы задаете вопрос, ну, как так получилось? Мы все стали очевидцами того, как можно обещать золотые горы и выиграть, но и подкуп. Мог ли кто-то из нас представить, не то что перед вторым туром, даже перед первым туром? Я сложно себе представляла, что неизвестная личность, и даже не только и не столько потому, что она неизвестная личность, а просто человек, у которого нет вообще никакого бэкграунда. Политического профиля никакого? Вообще никакого, ну, политического профиля нет вообще, но нет и профессионального какого-то бэкграунда, где этот человек работал, какой у нее, какие ее успехи на профессиональном поприще, даже если это человек, там юрист, классно, хорошо, но где, что, как она себя проявила. И тут мы голосуем за такого человека. Вы знаете, я проводила такое в общении с моими коллегами, привела такую мысль, ну как так получилось, что люди проголосовали, доверили автономию человеку, которого вообще не знают, вот просто не знают. Ведь когда мы ищем себе хорошего специалиста, ну, доктора, скажем, да, мы сначала узнаем, слушайте, а как вот этот доктор, а как тот доктор, а вы у кого были, а какие результаты, насколько он вам помог. И тогда мы идем к лучшему, правильно? То есть мы делаем какой-то анализ. А тут получилось, что очень серьезное здание, гагаузскую автономию, мы доверили тому, кого мы не знаем. Можно ли это назвать серьезным выбором людей? Нет. Серьезности в подходе выбора не было, потому что Гагаузия варберлав гюзляни карартала инсанын яланна. И вот эта ложь, которая, лживые вот эти обещания, да, построить аэропорт. Вы знаете, мне один человек сказал, из команды Шор, кстати, ну правильно, Ирина Влах обещала, аэропорт не построила, а что бы нам тоже не обещать, даже если не построим. И вот когда программа Шора строилась на том, что мы построим, что Гагаленд, я не знаю, я не хочу перечислять, потому что я, Михаил, восприняла эти выборы как глубокое унижение Гагаузии. И унизила Гагаузию партия Шор, помогли в этом унижении, к сожалению, наши избиратели. И вот мы теперь с этим униженным результатом мы пытаемся делать вид, как мне кажется, да, что нам надо из этого как-то выходить. На самом деле нужно очень серьезно, и депутатам Народного собрания Гагаузии в первую очередь, потому что в их руках сейчас очень многое, надо посмотреть на то, почему мы допустили это
И как нам из этого выходить? Я не думаю, что партия ШОР должна управлять Гагаузией. Поэтому я занимала и занимаю такую гражданскую позицию, что если партия ШОР выиграла эти выборы, в Молдове эта партия признана неконституционной, оплеуха серьезная была тогда, когда ШОР представил исполком. А что не имел права? Ну, слушайте, не то, что не имел права. Не имел права, это понятно, но это унизительно для самой Гуцул, которая избрана была Башканом. И это трижды унизительно для народа, который должен был видеть, что нам представляет исполком человек, находящийся, скрывающийся от правоохранительных органов Республики Молдова и получивший решение суда о заключении. 15 лет. О 15 лет заключения. Поэтому я считаю, что с этим унижением что-то нужно делать. Для меня красная линия ШОРом была... перешел ШОР красную линию тогда, когда представил этот исполком. Я считаю, что все члены этого исполнительного комитета не имеют права занимать ни одну представленную ШОРом, не имеют права занимать должность в этом исполнительном комитете. Если бы я была депутатом Народного собрания Гагаузии, я не голосовала бы за этот состав исполкома. Потому что если избран Башкан, только Башкан должен был представлять. И если эти люди представлены ШОРом, значит, у нас ШОР не избран Башканом. И точка. По поводу, вы сказали, избиратели. И упомянули депутатов Народного собрания. Если говорить о политическом классе, я имею в виду тех политиков, которые участвовали в этой избирательной кампании, и тех политиков, которые сейчас сидят в Народном собрании, и от решения которых зависит очень многое сейчас в Гагаузии. Будет утвержден исполком, не будет утвержден. Только ли от избирателей? Потому что там было 8 кандидатов. Помните, да, как была избирательная кампания? 8 кандидатов. Ну, было из кого выбирать. Было из кого выбирать. Все проглотили этот результат, несмотря на то, что все понимают, что этот результат был нечестным. И никто даже не подал жалобу в суд, никто не пытался протестовать. И посмотрите сейчас, то есть как бы, да, такое ощущение, что у этих кандидатов, конкурентов даже не было. Они исчезли. Что это было, с вашей точки зрения? Но почему они исчезли? Потому что у каждого был свой лейтмотив. Да? Кандидат, которого поддерживала бывший Башкан, ну, наверное, расстроился, что даже при поддержке бывшего Башкана ему не удалось стать Башканом. А поддерживала ли она его? А поддерживала ли она его? Ну, мы все стали свидетелями, что бывший Башкан во втором туре поддерживала всецело, и все члены исполнительного комитета тогдашнего и сейчас еще работающего, они все поддерживали ШОРа. Это было очевидно, скрыть это было невозможно, потому что мы видели посты и в социальных сетях, и все-таки мы живем в местности, где все друг о дружке все знают. Поэтому что должны были делать те 8 кандидатов? Они должны были подавать иски в суд о том, что имел место подкуп. Но если человек этого не хочет, что мы от него хотим ждать? Он не хочет этого. Каждый уехал по своим местам проживания, потому что были кандидаты, которые приехали из Турции, из Германии, уехали по местам проживания, и они этим самым, на мой взгляд, продемонстрировали, что, ну, возможно, им все равно, что будет после выборов. Для меня это так. Потому что, ну, не может молчаливо кандидат просто уйти из этой выборной кампании. Мне кажется, что нужны были бы какие-то месседжи, кроме слов благодарности. Потому что если вы очень болели за Гагаузию, и поэтому вы предлагали свою кандидатуру, и вы хотели стать Башканом, возглавить, у вас была серьезная программа, и вы хотели ее внедрять, ну дайте хотя бы оценку этой ситуации. Но опять же, это я сейчас говорю мое субъективное мнение, но мне кажется, что этого не хватало. То есть хотели стать все кандидатами в Башкана, как только закончились выборы, ну будь что будет, вот за меня не проголосовали и все. Конечно, повторюсь, это право каждого кандидата, Михаил, но не хватало вот общей оценки того, что произошло. Мне лично этого не хватало. От кандидатов, которые участвовали? От кандидатов, которые участвовали. Поэтому я рассматривала это как слабость позиций тех кандидатов, которые хотели стать Башканами. Ну да, если они хотели бы стать какими-то политическими лидерами, то сейчас как раз очень хорошая ситуация для того, чтобы каким-то образом мобилизировать людей и объяснить, но мы их не видим. Мы их не видим, но еще, понимаете, я с одной стороны, я и понимаю этих людей. Они были свидетелями того, как подкупаются избиратели. То есть они боятся вот этой большой финансовой подушки, которая есть у ШОРа? Ну да, я просто пережила тоже такие моменты, да, когда ты видишь, как избирателя подкупает, но ты ничего с этим не можешь сделать.
И если люди не хотят об этом заявлять, это их право. И я здесь не осуждаю, никого не могу осуждать. Мне, как жителю автономии, мне не хватало какого-то мнения тех или иных кандидатов, которых я считала очень, довольно подходящими для этой должности. И мне кажется, что Гагаузия как никогда, пусть меня все простят за это, но опростоволосилась, потому что были кандидаты, способные на самом деле возглавить гагаузскую автономию гораздо лучше, чем то, что нам предложил Шор. Там было из чего выбирать, на самом деле, да. Было из чего выбирать. Другое дело, когда мы выбираем, выбора нет. А вот было из чего выбирать, и мы не выбрали этих достойных. Страдать будем мы. Вот это вот противостояние сейчас в Народном собрании, оно аутентичное? Или как бы противостояние Народного собрания? И тут вообще нужно разобраться. Это противостояние Константинова с Шором, это противостояние Народного собрания с избранным Башканом. Что это вообще? Как вы это оцениваете? Все перемешалось. Все перемешалось. Для меня все перемешалось, потому что ты слушаешь речи выступающих на заседаниях, либо дающих какие-то интервью депутатов, и я понимаю, что кто-то торгуется, кто-то пытается договариваться, потому что мы с вами стали свидетелем, как на последнем заседании... Вчера, да. Тон госпожи Гуцул уже сменился, да. Я не враг, и вы мне не враг. И вообще врагов нет, давайте дружить. И Константинов будем поддерживать, цветы поздравил, обнял, что это? Вы знаете, поздравить и обнять, поздравить, наверное, нормально, когда люди поздравляют друг друга с днем рождения. Я в этом не вижу ничего такого, только я всегда была категорически против, чтобы это делалось, как-то там публично, потому что, всегда есть возможность прийти в кабинет и поздравить руководителя или человека, коллегу своего. Не обязательно на заседаниях Народного собрания делать эти поздравительные открытки, скажем. Это первое. Второе. Всякие вот эти вот договоренности, которые остаются за кадром того, что мы видим, они же ведь тоже читаются. И когда ты слушаешь, что говорит спикер Народного собрания Константинов, пытаешься уложить это в какую-то логику. Я изначально, тогда, когда Константин вместе с еще двумя людьми, которые теперь большие защитники команды Шор, а один из них представлен как один из заместителей, я говорю о Михаиле Влахе, поехали в Израиль, я в числе первых жителей автономии, наверное, написала пост, что я не понимаю, почему от имени гагаузского народа говорит спикер Народного собрания Гагаузии там, в Израиле. И вы знаете, вчерашнее заседание я стала задумываться над тем, что снова какая-то игра. То есть то ты начинаешь верить в то, что вот вроде сейчас депутаты понимают, и идет какая-то такая уже здоровое отстаивание интересов автономии, и закон должен быть главным, и они об этом говорят, что мы будем делать только по закону, а потом какими-то фразами снова мне дают понять, мне, человеку, следящему за заседанием, мне дают понять, что опять какие-то договоренности пошли в ход, и, наверное, что-то до 8 числа подумают, предпримут и как-то утвердят этот исполком. Я хочу сказать о том, что я ожидала, Михаил, что вот эти представленные члены исполкома, представленные Шором, столько критики было в публичной, в социальных сетях, в общественности, столько было критики, что почему же эти люди пошли на сговор с Шором? Что для меня сговор с Шором? Сговор с Шором для меня это тот момент, когда Шор объявил сам с большого экрана, выставленного тогда перед исполнительным комитетом и Народным собранием, сам сказал: я лично разговаривал с каждым членом исполкома, которого мы предлагаем утвердить. И они это не опровергли. И ни один из них это не опровергал. И, простите, можно иметь дружеские отношения, еще не знаю какие, но когда мне, как жителю автономии, предлагается поверить в то, что вот этот человек, который будет управлять там, неважно, культурой, образованием, не знаю чем, лично договаривалась с Шором, и Шор, как на смотринах, посмотрел и утвердил этих кандидатов, но мне становится чуточку не по себе от того, что, как мы до этого докатились? То есть те члены исполкома, ведь они знают, что это незаконно. А если на незаконные действия люди не делают никаких шагов? Ведь я была уверена, во всяком случае, я знаю всех членов исполкома, была уверена, что после этой первой волны критики, того, что они вошли в какие-то там договорные отношения с Шором и готовы стать членом его исполкома, я была уверена, что как минимум 2 людей заявят о том, что они оттуда уходят. И ни один из них не заявил. Как вы думаете, почему?
Ну, наверное, очень заинтересованы в том, чтобы быть членом команды партии ШОР. Это их личное дело, но я считаю, что это унижение Гагаузии. Это дает большой урон их профессионализму, как минимум, и очень большой урон дает тому, что теряется какая-то человеческая принципиальность, какое-то доверие к человеку, который 8 лет, а кто-то 6 лет, кто-то 7 лет занимал какую-то публичную должность. И я считаю, что в истории все равно будут вот эти ситуации прописаны, и вот эти люди будут как раз именоваться именно теми, кто вошел в сговор с ШОРом. ШОР ничего хорошего Гагаузии не принесет, ШОРа народ не выбирал, и с ШОРом договариваться никому не следовало. Не следовало. Это преступно. А у вас есть такое ощущение, что тут сливают просто... Ну, хорошо, опять же, возвращаясь к этому вопросу, у вас не возникает такое ощущение, что вот все, что мы наблюдаем в Народном собрании, это какой-то, не знаю, там, цирк, спектакль, как это мы наблюдаем на выборах, да? То есть как бы там и конкуренты не были конкурентами. Потому что если бы они были конкурентами, то они бы, наверное, пытались бы отстоять этот результат на выборах или доказать, что это были нечестные выборы. И опять же, здесь какой-то... то не ожидаешь, и потом раз, как вы говорите, да, такое ощущение, что все, уже о чем-то договорились. Я не знаю, но поэтому, да, я согласна с вами, и поэтому вот такая логика действия, о которой вы говорите, сводит меня к мысли, что это разработанный сценарий, и каждый день предпринимаются какие-то дополнения к этому сценарию, и курируется, контролируется, безусловно, это все делается ШОРом, его политтехнологом, я не знаю там кем. Когда чуть выше я сказала о том, что эти люди, кандидаты в члены, по чести должны были бы уйти, понимая, что это нарушение закона, когда их представил как кандидатов ШОРа Негуцу, прямо после той презентации, назовем это так, да, после той презентации один из кандидатов в члены исполкома сказала буквально следующее, не мне лично, но сказала следующее: было так противно, так стыдно, ну что делать? Так вот, я хотела бы, чтобы... Вы представляете, то есть было так противно, когда ШОР представлял, было так стыдно там стоять, ну а что делать? И я понимаю, что такая логика, наверное, сводится только к тому, что лишь бы получить должность. Но на кону стоит вообще Гагаузия, вы понимаете? Это больше, чем трудоустройство одного человека, либо 15 человек. То есть это автономия, которая должна умно и грамотно управляться в очень сложное финансово-экономическое время. И я не вижу сегодня, кто из этих заместителей, даже которые представлены, я не понимаю, у кого какой бэкграунд. И что должно убеждать нас в том, что Гуцул с этой командой может управлять хорошо Гагаузией. Я не верю в это управление эффективное. Наверное, перед последним и важным вопросом, который я бы хотел, да, чтобы мы завершили этот диалог, эту дискуссию, задам вам еще один очень короткий вопрос. Многие говорят об импичменте либо о распуске Народного собрания. Как вы думаете, это возможно? То или другое? Сейчас, после того, что мы увидели вчера. Обнимашки, мы будем вас во всем поддерживать, мы не враги и так далее и тому подобное. Знаете, несколько времени назад было заметно, и сейчас это чуточку смикшировалось, такое ощущение, депутаты, не все, безусловно, я знаю большую часть депутатов, которые не боятся потерять эти должности свои, и этот статус депутата Народного собрания Гагаузии. Кстати, вызывает уважение очень многие депутаты, которые ведут себя, на мой взгляд, очень корректно и конкретно говорят, по сути, аргументированно на заседаниях Народного собрания Гагаузии. Но я думаю, что вот этот импичмент и распуск Народного собрания, вот страх получить импичмент и страх быть распущенным Народным собранием Гагаузии движет очень многими людьми. И вот этот страх, наверное, заставляет договариваться. И если они договариваются, то договариваются только для того, чтобы им было хорошо. С одной стороны тем, кто может быть распущен, с другой стороны тем, кому может быть объявлен импичмент. И вот это тоже очередное унижение гагаузского народа и всех тех людей, которые за них голосовали. Потому что, по-моему, вчера на заседании Башкан сказала, что избранный Башкан сказал, самая главная наша проблема — это нищета. Но вот если вернуться к вашему первому вопросу, как это было и почему так получилось, что выиграл кандидат от партии ШОР, ну, потому что больную точку нашли и людям дали денег за то, что они проголосуют.
Да, такая проблема есть. У нас очень много людей, которые нуждаются, для которых 400 лев — это серьезные деньги. И мне стыдно слышать, но это так. И по сегодняшний день люди получают по 400 лев для того, чтобы уехать в Кишинев, поддержать акцию какой-то партии, которая только что появилась. И для того, чтобы эта партия себя чуточку популяризировала перед стартом кампании примарской, надо делать какие-то там протесты, митинги, не знаю что. И вот люди получают по 400-500 лев и едут в Кишинев. К сожалению, это так. Выборы в Гагаузии, в Молдове стали, в Гагаузии в частности, сейчас мы говорим об этом, выборы — это приобретение голосов. Да. Вот во всей этой дискуссии и во всей этой ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, не совсем понятно, в чем в этом всем Гагаузия, и где вообще гагаузскость, и где вообще вся идея относительно вот сути существования гагаузской автономии. В чем суть вообще существования гагаузской Об этом автономии? все забыли. Да. Не то, что забыли, простите, об этом никто не думает. У меня тогда иногда складывается такое впечатление, за исключением, опять же, нескольких политиков, которые серьезно заявляют о том, что надо спасать язык, что автономия держится только на том фундаменте, который именуется гагаузостью, и получили мы автономию, собственно говоря, для того, чтобы развивать язык, культуру, идентичность сохранять гагаузскую. И это и есть основа, это и есть глубокая правда о создании гагаузской автономии. Но об этом сегодня никто не говорит. Мы дошли до того, что какие-то люди без опыта, без имени, скажем, да, они будут управлять сегодня Гагаузией. 30 лет спустя, Михаил, управление образования Гагаузии, огромная вывеска, там, я не знаю, метр, наверное, каждая буква имеет. С 2016 года мы об этом говорим, что поменяйте эту вывеску на гагаузском языке, напишите. Она прямо на здании такие большие буквы. Да, на здании по улице Третьякова, административное здание управления. Это даже не поменяли с 2016 года. И человек, который предлагается для того, чтобы работать с управлением образования, курировать, руководить, это человек, которого мы не слышали за 6 лет, чтобы она ни разу не говорила на гагаузском языке. Да, она редко говорит, по-моему. Она вообще редко говорит. Я говорю, да, начальник управления образования. То есть мы не слышали, как этот человек говорит на гагаузском языке, но мы в очередной раз должны дать возможность этому человеку возглавлять это управление. И она не прошла тест на знание гагаузского языка, кстати. Когда говорят о том, что она вроде прошла тест. Ну вот мне подсказывают, что не прошла. Не справилась с какими-то... Комиссия ее утвердила, но по факту она что-то там не справилась, с чем-то там она не справилась. Ну, очевидно, что она не справилась, потому что я не слышала ни разу. Вы слышали, чтобы госпожа Кристева говорила на гагаузском языке? И отсюда складываются пазлы, понимаете? То есть, конечно, когда Кишинев говорит, а что хотят гагаузы, они не разговаривают на своем родном языке, они создавали автономию для того, чтобы развивать свой язык, но на самом деле с языком не связана никакая проблема, которая сегодня обсуждается, это так и есть. И тут надо понять нам, мы, гагаузы, чего хотим. Мы хотим играть в политику, мы хотим дать партиям, не буду сейчас делать рекламу, не буду называть те новые партии, которые отростки партии Шора, которые сейчас появились, да, но такое ощущение, что они заполонили Гагаузию, и они хотят только здесь собирать какие-то политические дивиденды, забыв о том, что гагаузская автономия — это про другое, ребята. Это не совсем про политику с партиями и прочее, прочее. И не про геополитику вообще. И вообще не про геополитику. Вот как раз вообще не про геополитику. И, кстати сказать, спасением было бы, конечно, рождение наших гагаузских партий. И если бы гагаузская партия была бы, то я думаю, если она была бы создана, кстати, кто-то создавал партию недавно. Буджак, не гагаузскую, а Янёв, по-моему, создал партию. Да, и я задала вопрос, а почему партия не принимала участие в башкирских выборах, и я не поняла этого выпада, неважно, но как бы есть партия, но почему она не принимала участие в башкирских выборах, я не знаю, но благо, что она есть. Так мне видится, что в борьбе за политические кресла в Гагаузии должны бороться гагаузские партии. И как только мы, гагаузы, поймем, что нам нужно самим крепнуть здесь своей автономией, если мы хотим развиваться и политически, и культурно,
и как гагаузская автономия, сохраняя идентичность гагаузскую, нам нужно думать о том, как нам создавать свои партии. А мы все время на каких-то выборах пускаем сюда какие-то партии кишиневские, которые приходят и рассказывают нам очень простую сказку. Сказку про то, что если вы за нас не проголосуете, только мы сможем вам обеспечить там устойчивое продвижение голоса Гагаузии в парламенте. Потом мы видим, что люди проголосовали за партию социалистов, были наши депутаты в партии социалистов, потом они ушли в другие партии. И мы их больше не слышали. А кое-кого до сих пор он в этой партии, но мы их не слышим, и они не ратуют за жизнь автономии, они не говорят, к сожалению, не приходят, мы их не видим здесь. Я, кстати, приводила один пример. Вы знаете, когда бывший Башкан ездила в Турцию, это были парламентские выборы, я агитировала за некоего Георгия Пара, помните? Встречалась с гагаузами, работающими в Стамбуле. Так вот, прошло сколько лет? 2019 год это был. 2019 год, да? Вот с 2019 года кто-то в Гагаузии видел этого Георгия Пара? Никто не разумел. А это депутат от партии социалистов. За которого голосовала гагаузская диаспора в Турции. Да. В Турции, да. И я хочу знать, но хоть кто-то видел, кто такой Георгий Пара? А почему бывшему Башкану Ирине Влах важно было съездить и самой агитировать за этого Георгия Пара? Значит, был какой-то личный интерес. Ну, потому что но в Гагаузии сегодня знать не знают такого имени. То есть этот человек ни разу сюда не приехал. Но мы, усилиями наших гагаузов, мы сделали этого человека депутатом парламента. К чему я это говорю, Михаил? К тому, что я понимаю, нищета заставляет очень многих людей думать о хлебе насущном. И люди берут деньги, выходят на выборы и голосуют. И да, гагаузы совестливый народ. Можно взять деньги и не проголосовать за этого кандидата. Но вот гагаузы совестливый народ, и люди проголосовали за тех кандидатов, которые... Ну, бупек просто, мабир тарафтан буда исляни. Инсан кенди лафан тутмуш. Şimdi bu белани вары, безде перешла на гагаузский. Вот эта беда, которая свалилась, на мой взгляд, на нашу голову, на голову Гагаузии в лице партии ШОР, самого ШОР и кандидата от этой партии, мне кажется, что нам нужно понимать, нам, избирателям, одно. Пока мы не научимся рафинировать все, что нам говорят и обещают, пока мы не научимся требовать того, чего нам наобещали, мы не получим лучшей жизни. Можно бесконечно голосовать за деньги, но будут платить людям только в день выборов. Да, дальше люди делают только свои дела. Поэтому мы не видели Георгия Пару, поэтому бывший Башкан не ответила за то, почему Георгий Пара ничего не сделал. Ну и другие кандидаты. Поэтому вывод такой для меня. Молдавские партии не должны участвовать в выборах Гагаузии. Ну, законно они могут участвовать, мы не можем запрещать, да. Но было бы хорошо, если бы Гагаузия сама управлялась своей партией. Поэтому я предлагаю тем активистам, которые считают в себе, имеют достаточно потенциала создавать партии, участвовать в выборах. Ну и, наверное, самый последний вопрос. С вашей точки зрения, как долго просуществует Гагаузия без поддержки и продвижения гагаузского языка, гагаузской самоидентичности? Потому что вы сами видите, вы политик, ну, сейчас вы отошли от политических дел, да, больше как гражданин наблюдаете, комментируете со стороны. Но вы же видите, да, когда ты к человеку в Гагаузии обращаешься на гагаузском языке, они не привыкли, что с политическим дискурсом к ним обращались на гагаузском языке. Привыкли, чтобы обращались на русском языке. Вот это утрата самоидентичности. И мы теряем язык, да, и теряем гагаузскую культуру. Может, вы со мной не согласны, но я так вижу. Вот как долго гагаузская автономия без этого сможет просуществовать? Я должна сказать, что, конечно, вина самих гагаузов в этом. Это первое. Если мы в своих семьях не говорим на гагаузском языке, если мы со своими детьми не говорим на гагаузском языке и не говорим о значимости и о важности сохранять и передавать этот язык из поколения в поколение, есть проблема в нас, самих гагаузах, и она очевидна. Второе, если власти Гагаузии за 30 лет жизни этой автономии не становились носителями этого языка и в своей работе не применяли этот язык сполна, а мы, избиратели, гагаузы в том числе, их избирали, прощали, и говорили, ну ладно, что не знает гагаузский язык, главное, что он профессионал. Вот так мы довели гагаузскую автономию до того, что вымылся язык не только, он не стал инструментом власти, он еще и вымывается
из среды общения на территории Гагаузской автономии. Это очень печально. И мне кажется, что сейчас, смотрите, то, что происходит в Народном собрании Гагаузии с этой лингвистической комиссией, вы же видите, да, как никогда Народное собрание Гагаузии стало предъявлять вот такую претензию, да, должны знать язык. Вот статья закона, которая обязывает знать язык, а это статья 26 статья закона о расширении сферы применения гагаузского языка. Когда был принят этот закон, Михаил? Ну, в 6-м созыве, где вы были депутатом? В 2018 году. Я благодарю моих коллег Елену Федоровну Карамид, Железоглу Михаила Николаевича и, конечно, Александра Тарнавского, который помог нам этот закон написать. Но если бы, получается, не этот закон и не эта статья, как сейчас в законодательном органе требовали бы, чтобы члены исполкома знали язык? Ну, там уже пошли... Нет, это очень важный закон, я ни в коем случае не умаляю достоинства. Но это только сейчас, я к чему это говорю? Ну, там уже появились голоса, ну что мы, да ладно, будем сейчас это самое, может, сделаем исключение здесь, сделаем исключение там. Так вот эти исключения делались 30 лет, Михаил. Я это к тому говорю, что закон был принят только в 2018 году. Гагаузская автономия учреждена и работает с 1994 года. То есть это яркое свидетельство того, что за все эти годы власть не считала нужным обращать внимание на такой фундаментально важный инструмент, как язык для жизни автономии. Мне очень сложно себе представить, вы задали вопрос без гагаузости, что будет с национальным самосознанием, что будет с языком. Но если не будет языка, не будет автономии, это очевидно. Но я хочу, чтобы депутаты понимали, если они взялись, и сейчас, мне кажется, они действуют очень правильно, когда они требуют, чтобы все члены исполнительного комитета знали язык, это говорит не о том, что мы дискриминируем людей другой национальности. Человек может знать 3 языка еще, но в том числе он должен знать гагаузский язык, потому что он будет управлять гагаузской автономией. Для этого важно знать язык. К чему привело то, что бывший Башкан не говорила на гагаузском языке? Она говорила на гагаузском языке? Мне сейчас зрители скажут, как не говорила? Конечно, говорила. Она весь Кишинев убедила, что она говорит на гагаузском. Не, Михаил, но я говорю, что Башкан не сделала гагаузский язык инструментом своей работы. Безусловно. То есть если бы исполком говорил бы на гагаузском языке, в том числе на русском, пожалуйста, мы понимаем, что мы здесь на русском гагаузская автономия будет общаться всегда. Это очевидно. Наши школы на русском языке. Но мы говорим о том, что власть продемонстрировала, в частности, бывший Башкан, продемонстрировала игнорирование гагаузского языка настолько, насколько это было возможно. И когда мы видели с вами какие-то там видео, сделанные в кабинете тоже только на румынском языке, мне, как жителю автономии, было непонятно, а как это хотелось Башкану, чтобы жители нашей автономии тоже понимали, о чем говорит Башкан, если многие из них не знают очевидно, она адресовала языка. эти видео не жителям Гагаузии, а вообще за Так вот, в этом-то и проблема, что когда жители, когда политики, первые лица автономии адресуют свои речи кому-то, но не жителям автономии, разве это не говорит о том, что вы, в общем-то, мне не нужны? Я сюда приходила для того, чтобы сделать какой-то политический бэкграунд себе. Или что-то другое, да. Ну и вот все. Вы знаете, мы говорили с вами маленький нюанс, если есть каких-то еще 30-40 секунд. Я вспомнила момент, который произошел на инаугурации Башкана. Вот я подумала, если бы на инаугурации, которая была организована достаточно буфонадно, да, кстати, мне кажется, что все инаугурации должны проходить очень просто. Скромно. Это заседание Народного собрания Гагаузии очередное, но делается это вот так, и эту практику уже давно внедрили, не Евгения Гуцул ее внедряла. Но вот такая пышная инаугурация, вот такое все. Мы помним этот кадр, когда избранный Башкан забыла положить руку на уложение Гагаузии. Вот я подумала, а если бы господин Константинов, который сейчас, как говорят в народе, опять в контрах, то он за Шора был в самом начале и во время предвыборной кампании перед вторым туром, потом в контра. Вот если бы он не взял, не подвел бы руку госпожи Евгении Гуцул к уложению, мы с вами посчитали бы, что инаугурация состоялась или нет? Ну, конечно, не то, что это обязательно И надо было бы устроить еще одно такое буфонадное мероприятие, чтобы все-таки это состоялось. К чему я это говорю, Михаил? Вот видите, это вот такие разыгранные спектакли, которыми замалевывают наше зрение, и мы должны поверить, что счастья очень много в нашей жизни, очень много радости, очень много веселья, очень много праздника. Но окей, если эти праздники создаются наряду с тем, что законно, логически и последовательно принимаются какие-то решения, и Гагаузия получает развитие и по языку, и по экономике, и по финансам, и т.д. и т.п. Вот этот диссонанс сейчас самые глупые
что видно мне в нашей автономии. Екатерина Федоровна, спасибо большое, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю продолжить обсуждение политической ситуации в Гагаузии. Момент требует того, это самое актуальное на сегодняшний день, может быть, не только в Гагаузии, но и вообще в целом в Республике Молдова. И продолжить эту тему я предлагаю с депутатом нескольких созывов Народного собрания Сергеем Афанасьевичем Черневым. Сергей Афанасьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Сергей, мы с вами, у нас был небольшой перерыв, да, мы с вами в августе, по-моему, да, говорили о том, что происходит в Народном собрании, насколько этот конфликт аутентичный и действительно ли есть конфликт между, значит, Константиновым и Шором. А вот на вчерашнем заседании, вчера было заседание, сложилось такое впечатление, что Шор и Константинов смогли договориться. Так ли это, с вашей точки зрения? Или у меня ложное впечатление? Нет, у вас впечатление как раз правильное. Что я говорил и раньше, Константинов пытается выкрутить руки Шору, чтобы взять часть исполкома. То есть все вот это, вот то, что мы наблюдали до сих пор, это был инструмент давления на Шора, правильно? Это был инструмент давления на Шора. И с одной стороны, я вам скажу, как бы запудривание мозгов Кишинева, то, что делал Константинов. Если взять вот позавчерашнее или вчерашнее заседание, когда у нас во вторник было, там было 24 человека, которые были готовы проголосовать за импичмент. Но Константинов в понедельник вечером встретился с господой Гуцул, а также с ее как бы советником, при котором они обсудили дальнейший план действия по Гагаузии. Почему? Потому что они... Ее советником Вережаном. Ну да, вот так получилось так. И где Константинов предъявил ультиматум, показал, сколько у него есть людей, 24, 25, 26 человек у него вышло, которые готовы проголосовать за импичмент. Он поставил на стол. Или, говорит, идете на мои условия, даете мне часть исполкома, или мы идем на импичмент Башкана. Те, естественно, посовещались, дали заднюю, и, я думаю, в ближайшее заседание исполком примется. Ну, там еще и Константинов чуток научил их, как действовать дальше. Он сказал госпоже Гуцул, перестаньте, чтобы господин Вережан не приходил, поставил условия туда на заседание. Не то, что он его не хочет видеть, а просто так, чтобы Кишиневу замазать глаза. А также госпоже Гуцул сказал, больше нигде не произносите господин Шор, партия Шор, ты сегодня Башкан, ты сегодня должна идти отдельно. Почему? Потому что сегодня для Кишинева получается как красная тряпка для быка, когда ты произносишь Шор. Мы должны утихомирить ситуацию, уравновесить ее потихонечку, выбрать исполком, а дальше уже посмотрим, как будем работать. Вот так. Но это было согласовано и с самим Шором, где, естественно, Константинов попросил материальную поддержку своим депутатам, которую он, я думаю, что уже получил, но депутатам она не достанется. И депутаты просто как овцы будут голосовать за идеи Константинова, которые их пугает тем, что если он сегодня не примет исполком, то она распустит Народное собрание. Также ее снимут, возможно, через суду, так говорит Константинов, и в Гагаузии наступит хаос, и это будет конец Гагаузии. Вот так он этим запугивает депутатов. Да, он этим запугивает депутатов, но это вранье, которое Константинов заранее уже знал, что будет делать. Как бы, на протяжении вот этих двух... То есть он сейчас таким образом объясняет, почему он пошел на сделку с Шором, сговор, почему он проголосует. Типа якобы, чем дольше мы затягиваем, тем это лучше для Кишинева. Да, тем лучше это для Кишинева. И Кишинев в этом случае, она распустит Народное собрание, а Кишинев ее снимет, и в Гагаузии настанет хаос, наступит хаос, и конец Гагаузии как автономии. Вот этим он их запугивает, наших депутатов. Которые были готовы проголосовать за импичмент? Которые были готовы. Ну, сегодня депутаты еще не знают, что они... Константинов формирует исполком. Константинов вчера, сегодня формирует исполком. Они до пятницы должны его сформировать, чтобы в пятницу утвердить. Но Константинов уже потихонечку начинает со своими депутатами, которые самые близкие, вот запускает уже вот это, чтобы они внутри Народного собрания начали говорить об этом, чтобы были более покладисты при голосовании. В пятницу вы предполагаете? Да, в пятницу я предполагаю, что исполком примется. Ну, у них еще одна проблема. Никто не хочет работать в этом исполкоме.
Никто не хочет. Даже те, которые сейчас представлены Шором? Или нет? Ну, вот эти, которые представлены, они хотят работать, ну, посмотреть на этот исполком, который представила госпожа Гуцул. Ну, Шор, практически. Это тот же, который с экрана представлял Шор? Да. Практически... Потому что другого исполкома у нас нету. Другого нету, да. Представил Шор, ну, как я называю госпожу Гуцул, предметом мебели табуретка, которую выбрали и поставили вон там в углу. А она не башкан, и на башкана она не тянет. Ну, исполком, который они представили, ну, этот исполком, я, честное слово, я сомневаюсь у некоторых людей в умственных способностях этих людей, которые в этом исполкоме. И сегодня даже я посмотрел, когда одну учительницу поздравляли, то учительница, наверное, у нее на лице было написано, кого я вырастила и кто у нас сегодня будет управлять Гагаузией. Прямо у нее... Вы имеете в виду фотографии Михаила Да, Влахи фотографию одного из замов госпожи Гуцул. Хорошо, а сколько мест, если у вас есть информация, получает Константинов в исполкоме? Константинов поставил условие, чтобы там не было первого Кюлафлы, второго Панова, третьего, чтобы не было Влах. И, я думаю, еще человека 4-5 он постарается взять в исполкоме. То есть внутри вот этих человек, о которых он поставил условия, чтобы их не было ни в коем случае в этом исполкоме. А почему? Что? Панов, Кюлафлы и Влах. Михаил Влах. Ну, Михаила Влах, я знаю, знаете, Панов, как вам сказать, ведет себя очень агрессивно против Константинова. Панов. Да, Панов. И дед ему этого не простит. А Михаила Влаха просто-напросто он вырастил сам. Вырастил Константинова, и для него больно и обидно, что самые близкие его люди, два так называемых патриота, которые бьют себя в грудь, они его предали. И это самое больно и обидно господина Константинова. Узуна и Влах Михаила. Ну да. Хорошо. А вот, значит, что дальше? Вот этот процесс, который начался мы видели вчера письмо прокурора Левандовского, или исполняющего обязанности прокурора Левандовского, да, то есть оно было опубликовано практически во всех СМИ, где он просит Народное собрание назначить представителя в этом уголовном делопроизводстве, которое инициировано по просьбе Бургуджи. Помните, да, это было письмо? Да. Бургуджи, чтобы возбудили уголовное дело по факту узурпации с точки зрения Бургуджи власти, когда Шор представлял исполнительный комитет. Что с этим будет? Ну, знаете как, тут, если взять по закону, ну, это абсурд, который вот может быть только у нас в стране. Беглый олигарх, которому дали 15 лет, везде висят его экраны, и он представляет сегодня каких-то своих людей. Это, предполагаю, вот как бы я на месте как бы правоохранительных органов квалифицировал, это преступная, организованная преступная группировка, которая пытается завладеть властью сегодня у нас в стране. И сегодня, если суд, то, что он, давайте как бы сначала, то, что дало Народное собрание, что должно дать представителя, это просто-напросто формальность. Прокуратура пойдет дальше своим путем. Почему? Потому что прокуратура уже по факту возбудила дело по этому поводу. Я думаю, Константинов туда не даст людей. Не даст, даже не вытащит этот вопрос на голосование. Почему? Потому что, возможно, если суд, невозможно, а суд обязан работать по закону, то они должны отстранить госпожу Гуцул за превышение должностных полномочий. Почему? Потому что беглый олигарх, беглый вор осужденный представлял сегодня ее исполком. И она в совокупности является таким же, выходит, что она нарушает закон, как и нарушил тот человек. Ну, судя, как действовали наши суды во время предвыборной кампании, когда я дал туда заявление о фактах нарушения и готовы предоставить все доказательства, то суд наш даже не принял это во внимание в течение, я вам говорю, 10 минут рассмотрел, вот так вот. У меня создается впечатление, что наш суд, который должен, Фемида, которая не должна видеть, кого она судит, чтобы не принимать чью-то сторону, а принимать сторону закона, все-таки у нас иногда вот так открывает глазок, чтобы посмотреть конверт, который ей занесли, что в нем творится. Вот у меня создается такое впечатление, вот по нашим судам. Вот на данном этапе. И я думаю, если суд будет работать по закону, он обязан отстранить госпожу Гуцул от занимаемой должности. Именно по этому факту? Да, именно по этому факту. И также суд должен, не суд, а прокуратура должна возбудить еще одно дело по господину сегодня Константинову. На каком основании он поехал и в качестве кого он поехал? Сегодня он должностное лицо, он поехал сегодня, пользуясь дипломатическим паспортом, своим председателем Народного собрания, он как председатель Народного собрания поехал к беглому вору, который находится сегодня в розыске, он поехал к нему на поклон. Вот сегодня прокуратура должна возбудить по факту и еще одно дело против него. Вот. И самое интересное у нас получилось.
Я даже не знаю, как работают наши суды, но говорю, парадокс. Как только я зарегистрировал заявление свое, 8:00 я зарегистрировал заявление свое в суде, в канцелярии суда. Вы имеете в виду, когда рассматривали дело по Да. утверждению выборов? 8:03, 8:05 уже Шор звонил оттуда, из Израиля сюда и давал указания своим партийцам, что надо делать в этой ситуации. То есть откуда ты узнал, что вы подали заявление? Все элементарно. Я От подал, вас узнал или нет? я подал в канцелярию. От меня точно не узнал. Я подал в канцелярию. Окей. В течение 5 минут уже вот вернулась обратно с Израиля, как бы я вам скажу, уже ответная реакция. Сергей Иванович, вот вы сами упомянули только что Константинов начал там поучать или давать советы. Потому что да, мы вчера Вережану мы на заседании не видели. Потому что он является раздражителем не только, я не знаю, для Кишинева является, не является, но для гагаузов точно является раздражителем здесь. Для некоторых депутатов, когда примаров, когда он ходит, там раздает указания и так далее. И тому подобное. Вот его вчера там не было. Вчера «Мир, дружба, жвачка» Евгения Гуцул начала говорить правильные слова «я вам не враг, вы мне не враги» и так далее и тому подобное. Даже ни разу не упомянула Шора. Да, ни разу не упомянула Шора. Константинов подарил ей цветы и сказал, что мы во всем будем поддерживать вас. Он произнес это выражение. Да? Вот и некоторые примары уже начали продвигать идею, что Евгения Гуцул может стать независимым политиком. Возможно ли вообще, чтобы Евгения Гуцул стала политиком? И самостоятельно, и как бы о чем вообще мы говорим? Вот знаете как, вот когда-то, когда я начинал свою политическую деятельность, я стал председателем района. Вот так знаете как, председателем района практически, вот я тогда считал себя очень подготовленным, но у меня был очень хороший зам. Иван Георгиевич Ротару, которого я очень уважаю как человека, и уважаю как своего заместителя, и он был моим наставником. Я считал себя готовым, но когда я столкнулся с этой работой, то я понял, что я понятия не имею, куда я попал и что мне делать. И потихоньку вот этот зам, я рядышком с ним учился. Да, у меня был большой жизненный опыт, я был депутатом. Вот так. Был большой, как бы, получается, опыт с детства, я работал с людьми, общался, вот так, имел фирму свою по перевозкам. Вот так. И когда я стал сюда, для меня это было ново, по-любому ново. Я все понимал, как надо делать, ну, надо было где-то, вот, чтобы направить, чтобы вот это правильно делать. Я поэтому пошел в Академию публичного управления сразу учиться. Почему? Потому что я видел, что у меня знаний не хватает. А у этой женщины, у нее нету этого, как бы, даже вот то, чтобы она могла учиться, я в ней не вижу потенциала. И сегодня она с бухты-барахта, она вечером легла спать, и она не знала, что ее утром выдвинут на Башкана. И она в течение 50 дней ее раскрутили. Почему? Потому что невыгодно было платить еще, как бы, получается, вот за 2 месяца. Вот такие 50 дней отделили, вот заплатили, и она стала сегодня башканом. Она самый неподготовленный башкан из каких вот кадров, которых я видел. И я не вижу потенциала ее роста. Это во-первых. И еще самое основное, то, что этот башкан, она мало того, что не понимает, куда она попала, но она сегодня Гагаузию ввела в изоляцию. Все, с нами перестали общаться все партнеры, с нами никто не общается. И сегодня к ней не пришел ни один сегодня посол на ее инаугурации. И это говорит о многом. Все, Гагаузия осталась в изоляции из-за амбиций одного человека, амбиций господина Шора. И вот этой девочки, по-другому я ее не назову, недалекого как бы ума, которая на это согласилась. Вот и все. Сегодня весь вот Гагаузия будет страдать из-за 2 человек. Она сегодня должна найти в себе мужество и уйти с этого поста. Просто уйти во имя будущего Гагаузии, во имя будущего наших детей Гагаузии. Ей, конечно, все равно, она живет в Кишиневе. Вот так. И что будет с этой Гагаузией? В Этулию она приезжает в год, наверное, 1 раз на Новый год, и то может быть, вот так вот. Если Евгения Гуцул хочет дать реплику, мы готовы Евгению Гуцул видеть здесь в студии. Да, Я готов с ней выйти на дебаты. Даже, вот так вот. даже на дебаты диалог. готов. Я даже говорил госпоже Таубер, когда она говорила, что покажите мне, кто, когда, где брали деньги, я ей приду с доказательствами и прямо на передаче докажу вам обратное. То, что было, и был беспрекословный подкуп избирателей, который я готов был предоставить в суде, который суд отклонил. Хорошо. То есть о том, чтобы она была независима от Шора, это... Абсурд. Абсурд, да? Абсурд. Абсурд. Это сегодня табуретка, которая стоит вон там в углу, которой скажут, вон туда поставить, там будешь стоять, туда поставить, тут будешь стоять. А вот некоторые говорят, что у нее могут возникнуть какие-то политические амбиции и так далее. Это... Знаете, как...
Ну да, вы говорите, что она не понимала, она не знала, вечером проснулась, утром не сказать, что... Ну, знаете, как вот, со временем, может, аппетит приходит во время еды и так далее. Вот я посмотрел чуть-чуть вот ее трудовую деятельность. Трудовая деятельность, кем она была? Она была телефонисткой, сидела у Шора в этом и поднимала, отвечала на звонки у них в офисе. Там есть у них колл-центр, который она там сидела. Я не знаю, откуда у нее появился такой потенциал руководителя, который вот сегодня, что такое колл-центр? Вот мы шоровцы привозят 25 человек, которые сегодня вот говорят, вот эти мои партийцы, дайте на них обеспечение, что она вот это. И она обзванивает вот этих. А вы будете голосовать за Шора? Не будете голосовать. Вот самый большой ее прорыв в этой организации. И сегодня она стала башканом. Все. Там нету потенциала и не будет потенциала никогда. Сегодня это позор Гагаузии, который должен сам уйти, если у него, конечно, хватит на это ума. Еще один момент, на который мы обратили внимание, и хотел бы задать вам вопрос, узнать ваше мнение по этому поводу. Вот было 8 кандидатов, да? Вы один из них были, но вот прошли выборы, и мы часто видим вас, вы там делаете заявление, а все остальные кандидаты исчезли. Знаете, как... Хотя сейчас вот и момент такой, можно было бы развить какую-то политическую карьеру. Что, где они, что произошло? Ну, знаете как, вот я сказал тогда, вот кто-то смеялся, вот знаете как, наши кандидаты всплывают на выборах как одно дело, вот на каждый выбор. Фурмузал уехал в свою Германию, вот так он, что и было. Кройтер, тот не скрывал, сказал, если я не пройду, уеду. 2 других кандидата продались. Будем называть вещи своими именами. Ну, один первый зам, да, второй там. Да, а второй, который орет больше всех, что наш башкан Евгения Гуцул. Вот так вот, знаете как? Вот так. Практически не нарушили тогда вот предвыборную кампанию и финансовую, финансовую деятельность или финансовые поступления только 2 человека. Я и Чимпаеш Сергей. Вот так. А остальные сейчас, некоторые кандидаты, я смотрю, уже начинают активизироваться. Активизироваться почему? Потому что понимают, что если вот так пойдет дальше, то рейтинг Шора в Гагаузии уже упал, уже падает с каждым днем. И, возможно, будут новые выборы. Потому они уже выходят, некоторые вот начинают активничать. Но это просто-напросто подготовка к следующим выборам, а больше ничего. И сегодня, когда я говорю, что рейтинг Шора у нас упал, я вот буквально вчера у меня были ребята, которые там были у Шора. И они говорят, на митинге нам вот предлагали, что дадут по 500 лей. Нам в оконцовке дали 100 лей. Я говорю, так откуда? С партии не получили деньги или откуда? Нет, говорят, наши вот эти местные, которые бароны, которые там у Шора агитаторы, говорят, они красанули по 400 лей сразу. И ребята пришли ко мне недовольные, что будем делать? Я говорю, так, ребят, я говорю, вам не могу и посоветовать ничего, но если вы за деньги шли и голосовали, за деньги сегодня бегали туда на эти митинги, кто вам сегодня предлагал, вперед, к ним и обращайтесь. В противном случае, я говорю, вот, пожалуйста, вам даю номер прокурора, телефон, идете, пишите на них заявление, что они вас обманули, вытаскивали на митинги за 500 лей и заплатили только 100. Примары, что происходит там? Подготовка к местным выборам у Шора идет наверняка? Подготовка к местным выборам у нас идет, но у Шора нету кандидата. На людей, которых он поставил у нас в Вулканическом районе, то не кандидаты, то очень слабенькие. И Шор их даже, может быть, и вытянут, но это будут очень большие финансовые вложения. И примар, знаете, как примар больше у нас по городам, по селам сейчас будет работать чуть-чуть и человеческий фактор, фактор личности, люди, которые люди знают. Вот я думаю, что вот это сработает. Вот это сработает. И если я раньше говорил, что Шор сходу возьмет 20-23 депутата, сейчас, как я посмотрел, за последние 2 недели упал рейтинг Шора, то, что творится в Народном собрании, то, что люди начали, вот были на митингах, им не заплатили, люди пошло недовольство, я думаю, Шор много не возьмет. Ну, Вы имеете в виду примари? Да, примари. Но Шор пошел хитро. Сейчас Шор смотрит, какие кандидаты, которые более крепче, он пытается их перекупить сразу здесь. Сейчас, не вырисовываясь сам. И что, получится у него? Примары как себя ведут? Примары пока... В одно время примары думали, что поймали манну небесную, а сейчас они начали понимать, куда они попали. Сейчас они начали понимать, куда попали. И если у Шора по стране не прекратится финансирование, у Шора шансы есть взять примар. Но если По Гагаузии? Да, и по Гагаузии, и по стране. Но если прекратится финансирование, то у Шора шансов нету никаких. Эта партия, вот я смотрел ее изнутри, она держится только на деньгах. Там нету идеологии, нету ничего. И даже обращаясь к господину Шору,
тебя трескают на деньги эти кадры, что ты в конце упадешь. Все пытаются заработать на нем и заработать бешеные деньги. Ну, я так понимаю, что вот это вот перемирие ему сейчас нужно с Константином Народным собранием, чтобы подготовиться к местным выборам, правильно? Перемирие ему нужно, почему? Он понимает, что Гуцул слабый сегодня кандидат, что Гуцула могут снять, ему нужен исполком, чтобы регулировать дальше, что творится в Гагаузии. Почему? Потому что если вдруг снимут Гуцула и нету другого исполкома, то получится, исполком будет работать еще госпожи Влах, тот исполком. А ему нужен контроль над бюджетной сферой и контроль, чтобы на вот этой политической, как бы, составной Гагаузии, чтобы отсюда будоражить изнутри ситуацию в стране. Вот получается. А Константинову в этой ситуации, Константинову нужно дойти до бюджета. И Константинов понимает, если Гуцул снимут, и его пару людей будут там в исполкоме, то деньги Шору придется делить с ним на двоих, этот бюджет. Все. Он будет ему выкручивать руки, как и выкручивал до сих пор, опять водя за нос Кишинев. Сергей Афанасьевич, благодарю, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Все, спасибо вам тоже за приглашение. Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских обществ Украины. С господином Демчогло мы поговорим о ситуации, потому что обстрелы Южной Бессарабии и Одесской области в целом не прекращаются. Уже практически 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И коснемся в том числе и вопроса о зерновой сделке, да, которая, как вы знаете, не удалось вчера достигнуть никаких договоренностей Эрдогану с Путиным. Да, что это значит для Украины? Вот обо всем этом предлагаю поговорить с нашим гостем. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Добрый день, Бонасио, Заман Хайросун. Заман Хайросун, вітаю. Вітаю. Дякую, навзаєм. Вот обстрелы дунайских портов продолжаются. Вот как бы этой ночью опять был налет на Одесскую область, Бессарабию. Южная Бессарабия стала одной из основных целей. По-моему, каждую ночь туда что-то прилетает. Если можно раскрыть детали, как это сейчас происходит, потому что я так понимаю, что и аналитики, и вот мы с вами до самой начала записи вы говорили о том, что русские меняют тактику, да, вот этих вот налетов. И, во-первых, что изменилось, и почему непрерывно продолжают атаковать Южную Бессарабию? Юрий Ильич. Ну, вы знаете, Южной Бессарабии везло, потому что где-то 1 год и 7 месяцев вообще ничего туда не прилетало. То есть там Сергеевку, Затоку, там один раз Арциз был в начале войны. Но все это время там Рени, Килия, Измаил были как бы такими. Все думали, что туда никогда не прилетит, потому что все как полагали, что близость границ НАТО и русские побоятся. Но я думаю, что переломным моментом стало тот факт, когда зерновая сделка остановилась. В мае месяце, насколько я помню, она приостановилась. Россия вышла из нее. Ну, Украина успешно отрапортовала, что за июнь месяц она через Дунайские порты экспортировала 3 миллиона тонн. И помните, мы с вами о том же это говорили, это была официальная информация. И я так понимаю, что Россия проснулась. Стоп, мы тут остановили сделку зерновую. И все должны сейчас на коленях вокруг нас ползать. А тут через Дунайские порты идет 3 миллиона тонн за месяц. Вы что, понимаете? И понятно, логически сегодня руководство Российской Федерации сделает все возможное, чтобы Украина не экспортировала зерновые, чтобы не пользовалась своей альтернативной портовой мощностью. Потому что действительно за эти 1,5 года, за эти 2 года портовые мощности Дуная окрепли, увеличились. Там было очень много инвестировано денег. Построены были дополнительные зерновые терминалы в кратчайшие сроки. Усилена там и железнодорожная, и автомобильная мощность. И 3 миллиона тонн – это очень много, я вам скажу. Это практически, наверное, это в 2-3 раза превышает объемы Джужулевского порта за год. Только Дунайский порт. Это за месяц, Дунайский месяц превышает, насколько я знаю, что Джужулевский порт до 1 миллиона даже не доходил за год перевалки до войны. То есть это в разы за месяц, то есть в десятки раз больше, чем Джужулевский порт работает. Весь украинский Дунай.
И несмотря на обстрелы, вот они начались там, я не помню, с конца августа, кажется, середины августа дунайские порты начали обстреливаться. Это, насколько я помню, это 6-й раз обстреливали за последний месяц дунайские порты. Ну, последнюю неделю практически через день. Не каждый день, но через день происходят налеты шахедов. Тактика постоянно меняется, потому что сначала они шли скопом по одному маршруту, на второй, третий раз украинское ПВО уже подстроилось начало защищать свои дунайские порты. Сегодня действительно более-менее процент сбиваемости не такой, как в Одессе, не 90, 95, не 100%, но уже на уровень 70% украинское ПВО на Дунае уже отрабатывает. То есть оно с каждым разом там растет. Но сегодня Россия хочет показать, что она не даст там Украине без договоренности с ней заниматься экспортом зерна. И я вам хочу сказать, что это заблуждение, потому что Украина будет экспортировать. Украинское ПВО укрепляется с каждым разом на Дунае. Я думаю, что процент сбиваемости мы дойдем в ближайшие недели до 90% сбиваемости точно. А потом уже не будет невыгодно, зачем запускать 25 дронов, если 23 сбиваются. Экономически, политически это будет уже нецелесообразно. Хорошо, а вот на самом деле вы сказали, что Путин хочет показать, что Украина не сможет, он не хочет позволить Украине экспортировать что-либо без договоренности с ним. А хочет ли он вообще договориться с Украиной? Потому что вот я читал некоторую аналитику, правда немного, да, но в некоторых международных изданиях, да, о том, что в принципе он не хочет возвращения в зерновую сделку, потому что он рассматривает Украину как конкурента на международном рынке зерна. Да, то есть как бы его задача вообще вытеснить Украину с международного рынка зерна. Как вы на это смотрите? Поэтому он не вернулся, поэтому он, скажем так, не согласовал ничего с Эрдоганом, и поэтому он продолжает подрывать экспортные мощности Украины через Дунайские порты. Абсолютно верно. России полностью невыгодно, чтобы Украина экспортировала зерновую продукцию, потому что даже до войны и все года Украина самый главный конкурент России по экспорту зерновых. Но зерновую сделку он тогда подписал. Почему? Потому что, во-первых, первое, была инспекция под контролем, в том числе инспекторов российских. И второе, России разрешалось продавать третьим странам. То есть, кроме Евросоюза, Америки, Канады, там, те страны, которые поддержали санкции против России, всем остальным разрешалось России продавать. Сейчас Путин готов вернуться в зерновую сделку, готов, он не против, но он требует, чтобы всем государственным банкам России открыли свифты. Сегодня все свифты российским банкам закрыты, и Эрдоган вчера на переговорах привез предложение ООН, согласно которому одному российскому банку, Россельхозбанку, кажется, открывается свифт, он может, то есть, через него торговать и полноценно вернуться в финансовую мировую структуру. Но Путин не хочет одному, он ставит условия всем, там, 8 или 9, сколько там банков государственных есть в России. Он требует, чтобы, разрешили всем государственным банкам, открыли свифт, и, чтобы разрешили торговать удобрениями и аммиаком в России. В связи с тем, что этого предложения ему не принесли, он как бы не подписывается, не хочет в нее Почему? Потому что он этим самым хочет закрыть эту брешь, которую как бы он готов закрыть глаза на российский экспорт, но на украинский экспорт, извиняюсь. Потому что он заработает в другом месте, как говорится. Ну да. Но Украина будет экспортировать, и Украина сейчас готовит альтернативный, кроме Дунайского. Дунайский кластер будет работать однозначно. Однозначно, потому что сегодня, вы знаете, восстановлена железнодорожная ветка Березино-Бессарабяска, которая в том числе через Гагаузию проходит, через юг Молдовы. Да. Она уже заработает, я не хочу говорить, но она очень хорошо работает. Там уже...
Кстати, да, я понимаю, если можно, не раскрывая детали, ну, как бы сейчас не подсказывать, не давая никому подсказки, да, но вот в этой истории всей, да, Молдова какую роль начинает играть для экономических возможностей Украины, в том числе для экспорта зерна? Потому что я так понимаю, что это открывает дополнительные возможности для восстановления транспортной инфраструктуры Южной Бессарабии и самой Республики Молдова, правильно? Особенно по югу. Я вам скажу, что, к сожалению, или благодаря войне в Украине, Молдовы поднялась транспортная логистическая инфраструктура очень серьезно. Очень серьезно. Сегодня Молдова за счет транзита автомобильного получает экс-прибыль, дополнительную прибыль. Сегодня практически, вы если помните, перед войной Молдовская железная дорога была на грани банкротства, вы помните? Да. Там были 4 месяца они уплачивали зарплаты, забастовки. Да, по полгода зарплаты были, сокращения были, распродавалось имущество. Сегодня, за год, я знаю, за год полностью рассчиталось со всеми долгами. Сегодня транзитный поток транспорта железнодорожного, мне сказали, даже не в 10, не в 20 раз, чуть не в 100 раз увеличен транзитный поток. Да, Молдова тоже со своей стороны там снизила ставки, насколько я знаю, процентов на 30 транзитные. Часть дорожной инфраструктуры, часть железнодорожной инфраструктуры сегодня восстанавливается, в том числе украинской железной дорогой финансируется. И европейскими структурами. Та же самая Березино-Бессарабка. Сегодня, вы знаете, укрепляется на границе Черновицкой области, севера Молдовы, усиливается, я знаю, что там, где была одна колея, строится вторая, там, где там была слабая, ремонтируется. То есть недавно, я помню, было подписано соглашение, согласно которому там европейские структуры финансируют Молдову чуть не 500 миллиарда евро, увеличение транзитного там, железнодорожного потенциала. То есть Молдова сегодня неплохо зарабатывает. Но, да, я считаю, что вот на войне нет, она не зарабатывает. Она сегодня рятует Украину, как кажут в Украине, спасает Украину, в том числе, помогает Украине. Да, параллельно Молдова восстановила свой железнодорожный потенциал и практически полностью и после войны в Молдове будет очень серьезная железнодорожная инфраструктура, которая, надеюсь, войдет вместе с украинской инфраструктурой в общее европейское железнодорожное пространство. То есть Молдова, помогая Украине, неплохо зарабатывает. Ну и восстанавливает свою железнодорожную инфраструктуру, которая была доведена до грани исчезновения, можно сказать, да, можно сказать практически. Хорошо, а вот с точки зрения военной безопасности, да, потому что, да, мы видим, что как Россия, вы видите, что Россия, вы думали, что, вернее, вы сказали, что раньше думали, что в Южную Бессарабию прилетать не будет, потому что это на границе с НАТО, и Россия побоится стрелять туда, ну, для того, чтобы не спровоцировать ничего. Сегодня мы видим, что, как бы, в принципе, Россия этого уже не боится. Она обстреливает, и границы Молдовы обстреливает уже тоже давно, Черновицкую область и так далее. А в военном плане какие риски ожидают Молдову с этой точки зрения? Да? То есть, как бы, потому что об этом тоже нужно думать. Или вы не видите рисков? Ну, я сейчас не к тому, чтобы мы паниковали, просто проговорить. Риски я вижу только, чтобы случайно целясь в Рейни не попал в Джорджу-Лешти. Вот только такие риски я вижу. Ага. Как вот этой ночью, не извиняюсь, прошлой ночью, позапрошлой ночью, когда бомбили, была атака на Измаил, 2 дрона упало на территорию Румынии. Вы знаете, что румыны сначала не признавали, потом, да, вот что-то упало. А сегодня, кстати, буквально час назад уже Министерство обороны Румынии признало этот факт и свою обеспокоенность. То есть сначала МИД дипломатично так отнекивался, МИД румынский. Да. Но сегодня, вот два часа назад я читал я вам тоже пришлю ссылку, буквально час назад я прочитал, что Министерство обороны Румынии уже признало факт и свою обеспокоенность. И будет усиливать систему противовоздушной обороны. Знаете, например, я бы вместо Румынии и Евросоюза, есть, я знаю, что директива НАТО, согласно которой страны НАТО могут применять оружие, защищая свои границы НАТО. Сегодня границы НАТО нарушены. Ну, очевидно. Это уже как бы был один случай, вы знаете, на прошлой неделе, и позавчера вот
за одну ночь 2 случая, когда 2 дрона залетело. Ну, говорят, что подбитый украинским ПВО, то есть он двигался, он был сбит над Измаилом, и траектория полета сбитого уже, он не упал как бы на свою цель в Измаила, а он по траектории полета перелетел там за километр, ну, упал в румынском прибрежье, в румынском лесу. А вы думаете, они пока не хотят вовлекаться в конфликт или что? Именно в таком виде? Ну, вы знаете, Румыния, нужно признать, что в таком виде она в оборонном плане она не независима. Ну, да. Поэтому решение должно быть принято в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. Поэтому я думаю, что еще пару таких, я лично думаю, что еще пару таких залетов, и решение какое-то будет принято. Потому что для Румынии, для НАТО никакого труда не составляет защитить хотя бы 5-километровую зону. А этого будет достаточно, чтобы защитить украинские порты, потому что они находятся даже не в 5-километровой, а там в 2-километровой зоне границы. Ну, такая географическая структура дунайских портов, что они находятся на берегу, то есть на границе. На границе с Румынией, Дунай, да. Да, Дунай, широта Дуная от 800 метров до километра максимум в этих границах. Соответственно, в 500 метров от границы НАТО находится порт. Ширина порта максимум километр. То есть достаточно принять резолюцию, что по границе Дуная НАТО будет защищать там 3-километровую, 2-километровую. А сегодня зенитные установки, я уже как военный стал за время войны, они стреляют, они там, в зависимости от зенитных установок европейских НАТО, «Гепард», который сегодня поставляется там Украине, у них дальность, прицельная дальность стрельбы от 2 до 5, до 4 до 5 километров. То есть этого достаточно, чтобы защитить от шахедов, в том числе украинские порты. Основания есть. Это недопущение залетания там военных целей России на территорию НАТО. Юрий Ильич, объясните, пожалуйста, нашим телезрителям, если это возможно. Вот эта сделка, недавно была новость о том, что Соединенные Штаты Америки модерировали и способствовали, там, не знаю, соглашению, треугольнику Украина, Молдова, Румыния по транзиту украинского зерна. Что это означает? Ну, я вам скажу, уже шаги в этом, я просто чуть в этой теме работаю. Ну, поэтому я и спрашиваю, да. Шаги уже сделаны. 2 месяца назад подписано соглашение. Сегодня транзитные грузы, которые идут по линии там Рени-Джурджулеште и Бессарабка, там Березино, Бессарабка, Рени-Джурджулеште, то они сегодня создана единая таможенная база, то есть молдавская таможня, выходя уже с Румынии груз, молдавские таможенные пограничные органы и видят эту базу. Ага. И достаточно одним электронным кликом, то есть не досматривает этот товар, ну, молдавские же таможни доверяют румынским таможням, что они досмотрели. Это для ускорения транзита, я так понимаю, абсолютно. Да? Если транзит раньше занимал, как мне говорят железнодорожники, если транзитный контроль в Молдове занимал от полудня до 2 суток, даже до 4, то сегодня он занимает там от 2 до 4 часов. Угу. То есть просто таможенный инспектор просматривает базу. Это первое. Касательно железнодорожного, сегодня очень быстро, нормально, но действует, развивается. Я знаю, что потоки растут вот по этим веткам неплохо. И второе, Молдова, я думаю, что не получит и Молдова, и приграничная украинская часть сегодня работает над пока проектированием, а в ближайшее время и строительством европейской ветки. Вы знаете, что у Молдовы и Украины ширина железнодорожной ветки чуть-чуть шире из-за советских стандартов. Колея, вы видите, да? Колея, да. Не помню, там 30 или 26, или сколько там сантиметров разница есть. Да. То есть Молдова восстановила свою ветку в сторону Джурджулеш полностью, то есть в Джурджулеш заходит уже европейская колея. То же самое сегодня я слышал проект будет делаться аж Сунген, аж до Кишинева идет проект, чтобы до Кишинева, а в дальнейшем из Кишинева до Одессы или до Украины эта ветка европейская была. Полностью восстановлена европейская колея от границы Венгрии до Мукачева, Закарпатской области. И есть проект в Украине, я знаю, что уже в этом году начнется строительство. От Польши до Львова, от границы Польши до самого центра Львова будет тоже европейская колея быстро выстроена.
То есть, ну, потихонечку Молдова, Украина интегрируются в европейское железнодорожное пространство. Вы знаете, перед войной уже началось, Молдова, Украина и Евросоюз объединились в общую энергетическую сеть. Ну да. Как раз-то перед войной вовремя произошло. Потому что одним из ударов это энергетическая инфраструктура, кстати, чему не удалось Путину, когда прошлой зимой бомбились украинские. Потому что благодаря общей энергетической инфраструктуре с Молдовой и с Европейским Союзом Украина все-таки получила помощь там, из Польши, там, из Румынии, поступала минимально необходимая электроэнергия. Вот эта интеграция европейская, транспортная, логистическая, энергетическая позволяет Украине выдержать любой удар российский. И в связи с этим вопрос. Вот здесь вот некоторые молдавские фермеры, ну не некоторые, да, вот идут протесты периодически, да, то есть претензии к правительству. И в том числе звучит такой аргумент, что якобы не допустить, не разрешать транзит украинского зерна. Вот как этот транзит чем угрожает молдавским производителям? Как он влияет на цены? Объясните, пожалуйста, если вообще влияет. И откуда берутся эти разговоры? Знаете, вопросов в Одессе всегда на вопрос отвечает вопросом. Да. Молдавским фермерам я бы вопросом, чем им мешает пролетающий над Молдовой самолет? Вот я тоже задаю вопрос. Транзит, я так понимаю, зерно просто проходит через Молдову, и оно не остается здесь, правильно? Верно, он проходит поезд между Рени и через Журжелешцы 2 километра проходит там полминуты. От Березино до Бессарабки там 3 часа. От Бессарабки до Рени 3 часа. То есть, ну, чем вам проходящие поезда там или транзитные машины, которые то же самое, они же не высыпают, не выгружаются в это. Понимаете, сегодня есть одна проблема. Из-за всей этой зерновой сделки Россия выкидывает спотовое дешевое зерно. Вот мы там говорили про встречу с Эрдоганом. Я считаю, так уже так, знаете, наши братья турки очень умело играют на конфликте между Россией и Украиной. Сегодня, я открыто скажу, Турция заинтересована в ослаблении России. Турция, с одной стороны, говорит, что войну нужно заканчивать, но с другой стороны, исторически Турция никогда не хотела сильной России на своей границе. Никогда. Поэтому чем больше будет ослабляться Россия, тем легче потом будет Турции кое-что вернуть к себе там экономически. Сегодня Россия полностью, не хочу слово говорить, вышвырнута, выдавлена из Кавказа. Если даже уже Армения признает ошибочным факт, то, что она заключила в свое время соглашение с Россией. То есть сегодня на Кавказе доминирует, в Азербайджане, в Армении, в Грузии доминирует уже Турция, то есть или НАТО. Понимаете? Завтра, я вам скажу, что завтра может быть такое, что в Севастопольской бухте будет не российская военная база, а турецкая военная база, натовская военная база. Хорошо, в контексте сделки, мы с вами про сделку говорили. В контексте сделки, по результату этой сделки, Турция получила 1 миллион тонн дешевого зерна. Вы видели? Российского? Российского зерна. И, соответственно, молдавские, украинские фермеры сейчас вынуждены будут, чтобы продавать на Турцию, еще дешевле спустить цены. Сегодня молдавские фермеры почему бунтуют? Потому что цены отпустились ниже промышленного уровня, то есть себестоимости этой продукции. Если молдавский фермер потратил на нее, там, на пшеницу $120, он не может сегодня ее сдавать за $100, то есть там $20 убытка. А сегодня они вынуждены будут продавать, понимаете? Потому что Россия демпингует? Потому что Россия демпингует уже 2 года. 2 года. Просто я знаю, многие мои друзья в Одесской области, там крупные фермеры, занимаются экспортом зерна, и цена за время войны цена падает. Цена, я вам скажу, цена украинского зерна, украинское и российское зерно, она практически одинаковая. Там параметры качественные, буквально минимальные. Грубо говоря, среднестатистическое украинское зерно это 11,5 протеин, российское 12 протеин. То есть 0,5% разница в протеине, все остальное одинаковое.
Ячмень натура, многие фермеры меня поймут. Украинская у ячменя натура 61 натура, у российского 62-64. Натура зерновая. Поэтому разницы большой нет. Но сегодня, но цена российско-украинской зерна на момент начала войны была 320-330 долларов, а сегодня цена, то есть это СИФ Турция, СИФ Мраморное море. А сегодня знаете, какая цена? Ну, 100 долларов. 230 максимум. 230 максимум. Но в этой цене... А, 120 это производство, да. Да, 120 это производство. В этой цене 50-60 долларов перевозка, 20 долларов перетарка в порту и плюс логистика от центральной Украины или центральной Молдовы до дунайских портов. Ну, в общем, вот и фермеру остается 120 долларов. Да. Но ну, в общем, господа фермеры... За время войны на 100 долларов постепенно упала цена, понимаете? Если раньше молдавский фермер зарабатывал 50 долларов, теперь он вынужден будет в убыток работать. И ну, все из-за российского демпинга. Понятно, кому нужно адресовать претензии. Господин Демчогло, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. У нас сегодня произошел немаловажный фактор. Сегодня в Верховной Раде Украины, 23 часа назад, был назначен новый министр обороны, если вы знаете. Крымский татарин, да? Абсолютно верно. Крымский татарин, мой личный знакомый. Мы с ним... И очень хороший человек, хороший бизнесмен, хороший политик, человек, который работал в последнее время, сдал свой депутатский мандат в Верховной Раде, чтобы работать в Государственном фонде майна, имущества Украины. Показал там прекрасный результат доходной части для государства. Человек, которого лично знаком с Эрдоганом, кстати. Это человек очень лично знаком с Эрдоганом и с принцем Дубая, с шейхом Дубая. То есть он сопровождал президента и в Катар, и в Дубае, и в Анкару. Ну, в общем, пожелаем новому министру удачи, да, и ЗСУ скорейшей победы на поле боя. Господин Демчогло, благодарю. И договориться с НАТО, чтобы нас чуть-чуть... Конечно, да, чтобы нас еще больше защищали. Спасибо большое. Вам тоже, Чоксан, спасибо. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.